Здравствуйте, дорогие участники мастер-класса! Я очень рада вас видеть в онлайн-эфире. И сегодня у нас в День защиты детей, удивительный мастер-класс. Мастер-класс посвящен нашим древним чувашским знакам, символам. Мы сегодня с вами окунемся в этот удивительный волшебный мир. И я хотела бы вас поздравить с этим событием. И хочу вам пожелать, чтобы вы стали настоящими людьми. А у нас, у чуваш, настоящий человек измеряется следующим образом. Оказывается, если человек своими ручками освоит 44 профессии ручной ремесленной работы, то значит он становится полноценным человеком, так считался чуваш. А еще в книге Геннадия Волкова «Этнопедагогика» я прочитала один соцопрос, который гласит, что, оказывается, люди в XIX веке, ребятишки 10 лет, мальчики умели работать в 120 хозяйственных работах, а девочки знали 130 хозяйственных работ. Так вот, я вам тоже желаю освоить все эти 120-130 хозяйственных работ, стать ремесленниками в полном смысле этого слова и освоить 44 профессии. И сегодня мы с вами сделаем первый шаг, окунемся в этот мир древних чувашских знаков, символов. Этим знаком-символам более 5000 лет, причем эти символы могут повторяться у многих народов России, но у нас они имеют особое значение. И мы с вами это значение сегодня и расшифруем. Эти знаки-символы не раз печатаются в нашей периодике. Вот есть такая книжечка, называется «Рунические знаки-символы мудрости». И здесь они все расшифровываются как небольшая памятка. И самый первый знак, который нас встречает, это знак Солнца, гармонии, означающий гармония и согласие. И вот сегодня солнышко мы с вами обязательно сплетем, и наш дождик, который начался в первый день лета, обязательно прекратится. Я думаю, мы сегодня очень будем стараться, причем будем плести мы это солнышко в двух вариантах. Есть легкое исполнение для детей детского сада, 1 класса, начальной школы, а есть и более сложный вариант. Я вам покажу и тот, и другой вариант. Ну и, конечно же, мы с вами освоим эту технологию, и вы обязательно сплетете этот древний рунический знак и положите его себе в портфельчик или в сумочку, пусть приносит вам гармонию и согласие. А мастер-класс веду я. Зовут меня Клементьева Елена Гермогеновна. Я руководитель творческой мастерской «Ясно» и руководитель «Ясно Тур», направления туристического, который приглашает всех гостей и туристов в этноэкологический комплекс «Ясно». У нас очень много детских программ, взрослых программ, 24 программы, связанные с историей, культурой нашего народа, встретят вас в комплексе. И вот кусочек этих удивительных, волшебных программ мы сегодня с вами и пройдем. Итак, давайте мы с вами посмотрим эти знаки-символы, где же они могут присутствовать у нас. Они могут присутствовать в вышивке чувашской, в резьбе по дереву, могут присутствовать в росписи. И везде, где мы находим эти знаки, их можно прочитать. Так вот, если вы гуляли в Чебоксарах или будете гулять летом в Чебоксарах на заливе, вы увидите рунный камень. Вот он прямо на обложке этой книжечки, рунный камень, в центре города Чебоксары на Красной площади, где выгравированы все наши древние чувашские знаки-символы. Но если мы их выучим наизусть, как алфавит, и научимся их правильно читать, то получаются совершенно потрясающие тексты. Давайте попробуем расшифровать, что же написано на нашем чувашском флаге. Как пример. Итак, берем чувашский флаг, вспоминаем, да? Это элемент нашей геральдики. И давайте прочитаем. Нижняя знак-символ, вот этот вот нижний знак-символ, означает путь или дорога, да, или земля. Вот. Есть еще один знак в центре, очень похож на дерево. Это древо рода, жизни, мудрости означает. А сверху руна солнца, о которой я вам говорила. Руна солнца означает гармония и согласие. Причем в троекратном исполнении у нас звучит так у чуваши: «Эбер пулна пур пулатпар». Да? Мы были, мы есть и мы будем. Триединство мира присутствует во многих знаках, символах, и в нашей геральдике в том числе. Итак, мы с вами здесь разобрали 3
3 знака-символа. Первый внизу, второй в центре древа рода и третий наверху знак солнца. Теперь давайте посмотрим на цвет. Каждый цвет в чувашском узоре тоже означает что-то. И их легко очень запомнить. Почему? Да потому что цвета связаны с природой. Красное – это прекрасное, желтое – это солнце, зеленое – это растение, голубое – это небо и так далее. Все как в природе. Так вот, читаем только цвет, а такой узор читают снизу наверх. У нас получается следующий цветовой текст. Прекрасно солнечная Чувашия. Почему Чувашия? Ведь это же символ Чувашии наш флаг, поэтому добавляем Чувашию. Итак, читая только цвет, у нас получается следующий текст. Прекрасно солнечная Чувашия. Снизу наверх, с красного на желтый переход. Теперь добавляем наши знаки-символы древние. Получается еще интереснее текст. Давайте прочтем его. Итак, прекрасно солнечная Чувашия. Дальше смотрим. И хранящая прекрасен путь солнечной Чувашии. Это же путь у нас дальше, видите, да? Или земля, означение, или прекрасная земля солнечной Чувашии. Дальше рунический знак древа рода мудрости, хранящий мудрость рода. Дальше еще выше читаем живущие в гармонии и согласии. Это знак солнца, означающий гармонию и согласие. Так было, есть и будет. Вот такой потрясающий философский смысл заложен в рунических знаках, в знаках символов нашего чувашского орнамента, конкретно в нашей чувашской флаге. Итак, еще раз повторяю. Прекрасна земля солнечной Чувашии, хранящая мудрость рода, живущий в гармонии и согласии, так было, есть и будет. Вот такие потрясающие тексты можно прочитать и в современном орнаменте. Самые сложные орнаменты чувашские – это наверняка наша чувашская вышивка. Самый сложный орнамент – это сурбан. Вот вам сурбан, я вам показываю сурбан, головная женская повязка, сурбан верховых чувашей XVIII века. Уникальная наша чувашская вышивка, филигранная, вы ее знаете. 32 уникальных шва, она двусторонняя. Ни одного узелка вы здесь не найдете. И если мы научимся читать сурбаны, то мы вообще научимся читать программу рода «Зачем живут чуваши на земле?». Вот такие головные повязки впервые повязывала девушка во время свадебного обряда, который назывался пуч-сырны, когда девушка меняла свой головной убор тухью на хушпу. И когда одевается хушпу, головной убор, то сначала повязывают сурбан. Поэтому и называется обряд пуч-сырны. Мы голову облачаем совершенно новые наряды, которые символизируют рождение женщины. Так вот, на сурбанах наши чувашки вышивали программу рода, потому что все, что связано с украшением выше плеч, это как бы обращение к Богу. Так вот, если мы прочитаем, что написано на древнем чувашском сурбане, у нас получается совершенно потрясающий текст. Ну вот этот вот сурбан нам подарила бабушка, она верховая чувашка, и когда мы расшифровали знаки-символы на этом сурбане, получился следующий текст. Вот сейчас я его вам процитирую, а вы поймете, почему у нас у чуваш есть такая поговорка. Чуваш подсень, тинджей подеть, теща чуваш всем. Закончится, если не перестанут существовать чуваши, значит и закончится мир. А почему закончится? Он не закончится, потому что на сурбанах наших мы вышивали обращение ко Вселенной. А звучит это так. Начинаем также читать снизу наверх. Черная – это земля. Видите, вот здесь черная окантовка. Правда, может быть, не очень онлайн видно, но эти древние сурбаны до сих пор наши бабулечки хранят в наших сундуках. И вы после нашего мастер-класса обязательно загляните к бабушке в сундук и увидите эту потрясающую вышивку. Причем в XIX веке, друзья, нашу чувашскую вышивку питерская интеллигенция хранила и коллекционировала как произведение искусства. Это филигранное искусство, миллиметровые стежки.
Вы представляете, такого освещения, как сейчас, не было, и умудрялись наши чувашки вот такими мелкими-мелкими стежочками выводить самые потрясающие сакральные тексты. А этот текст звучит следующим образом. Итак, «Земля прекрасна и плодородна. В течение жизни постигните закон существования в парах. В широте помыслов рода выстроите путь прошлого, настоящего, будущего. Памятая о прошлом и думая о будущем, держась друг за друга в семье, вот здесь вот парные знаки прям есть, да? Друг за друга в семье придете к национальному самосознанию. В этом закон эволюции во Вселенной, начало этого движения в детстве и юности, в любви и взаимоуважении». Вот такие потрясающие тексты можно прочитать на наших древних сурбанах. Наша вышивка до сих пор славится, наши мастерицы до сих пор сохранились. И мы сегодня, в День защиты детей, с вами обязательно окунемся в этот мир, и я вам предлагаю сейчас подготовиться к нашему мастер-классу. Итак, сурбан мы сейчас немножечко уберем. И для того, чтобы мы с вами сплели древний чувашский знак-символ, символ солнца, а выглядит он вот так вот на темном фоне, вот так вот, да? Означает, как вы помните уже, гармония и согласие, нам нужно приготовить несколько предметов, а также мы приготовим с вами наши золотые ручки, правда? Это же самый главный предмет, который нам нужен. Так вот, давайте я сейчас вам дам минуточку для сборов. Нам нужны будут ножницы, это первый предмет. Так, нам нужна будет линейка. Так, и нам нужен будет альбомный лист бумаги. Ну вот сейчас вот у себя дома посмотрите, есть ли альбомный лист, есть ли линейка, и еще дополнительно пригодится нам карандашик. Итак, 4 предмета. Карандаш простой, линейка, дальше ножницы и листочек бумаги, альбомный лист бумаги. Ну, если хотите, у кого ручки плохо работают, можно приготовить дополнительно пинцетик, вот, ну, для того, чтобы облегчить нам плетение. Мы с вами из бумаги будем плести, из бумаги сделаем небольшие лычки, да, своеобразные, поскольку у нас лыка сейчас нет, а бумага нам заменит вот эти вот лычки небольшие. Так вот, сейчас все приготовьте, я вам дам буквально, полминуточки для того, чтобы все вы приготовили. Мы с вами немножечко отвлечемся. Итак, полминутки, пошли. Да. Полминутки, когда пройдет, скажите. Сколько там у нас народ? Полминуты сейчас, да. Угу. Пусть приготовят все. А участники есть? 7. Угу. Сейчас меня не видно? Видно? Хорошо. Заодно и общаемся, полминуточки ждем. Итак, ребята, приготовьте, еще раз говорю, альбомный лист бумаги. Дальше нужно приготовить пинцетик, нужно приготовить ножницы, нужно приготовить линеечку и карандашик. Вот. Если вы готовы, нам, пожалуйста, в чате поставьте плюсики, что все готово, и наш оператор будет понимать, что мы готовы. Чата нету? Потому что видео постоянно для детей, и там автоматически блокируется. Понятно. Чата мне сказали, что нет, но очень надеемся, что вы успеете подготовить все наши стимульные материалы, и мы с вами начнем работать.
прошло. Итак, полминуты мне сказали уже прошли. Надеюсь, что вы все готовы к нашей работе. Ну, конечно же, у нас теперь уже есть все. Линейка, карандашики, все необходимо. Давайте приготовим наши золотые ручки. Почему наши ручки золотые? Да потому что в наших руках вся энергетика. Это же наши лекари. У нас, когда головушка болит, мы что делаем? Говорим: ох, головушка болит, рука идет лечить, правда? И что-нибудь кольнет справа-слева, ох, что-то кольнуло, рука же бежит лечить в первую очередь. Это же наш самый главный лекарь. Но ручки золотые не только лечат, но и работают. И если наши ручки будут хорошо работать, то наша головушка будет хорошо работать. Почему? Потому что бабушки, которые вяжут нам носочки до глубокой старости, развивая свою мелкую моторику, они никогда не страдают болезнью потери памяти. Вот ведь как связаны ручки с нашей головой. Поэтому мы сейчас ручки с вами разогреем. Давайте вот так разогреем. Вот так вот, чтобы горячо было. Все потерли. Молодцы. Давайте похлопаем теперь вот так ручками еще. Вот молодцы. И теперь еще вот таким движением друг на друга с сопротивлением. Так вот, пальчики размяли. Вот, пальчики размяли в кулачке. Вот так вот помяли ручки. Все, ручки готовы, пальчики готовы. И вот такую, кстати, утреннюю гимнастику нужно делать каждое утро, каждый день. Почему? Да потому что каждый пальчик – это определенная энергетика, и есть точки на наших пальчиках, которые отвечают за наши внутренние органы. И если мы пальчики разминаем, то и весь организм приходит в тонус. Вот ведь какое волшебство-то! Итак, руки готовы, стимульные материалы готовы, начинаем работать. Берем линеечку, берем альбомный лист. Я буду показывать на весу, потому что здесь вот так вот предусмотрено, поближе не получится, к сожалению. Но я думаю, вы поймете, вы сообразительные. Итак, берем линеечку, отмеряем 4 сантиметра карандашиком. Вы на столе, я на весу. 4 сантиметра, отмечаем 1 сантиметр, 2 сантиметр, 3 и 4 сантиметр с одной стороны. Те же самые пометочки делаем с другой стороны. Лист берем в горизонтальном положении, с другой стороны тоже отмечаем 4 сантиметра. И соединяем эти меточки линией. Получается 4 полоски у нас. Эти 4 полоски, как 4 лычки, потом станут основой для плетения. Итак, раз полоска, чертим вторую полоску, так, третью. Не торопитесь, аккуратно чертите, потому что чем точнее, чем ровнее сделаем мы лычки, тем лучше будет конечное готовое изделие. 3 и 4 раз. Давайте постараемся. Ровно чертим. И 4. Итак, у нас с вами получилось 4 полоски. Вот они. Теперь берем ножницы и начинаем вырезать по этим прочерченным линиям. Одну полосочку вырезаем аккуратно, без заусениц режем, чтобы аккуратно плести. Так, не торопимся. Раз полосочку отрезали. Вот одна полосочка, будущая лычка. Вторую полосочку режем. Так. Второй раз. Третий раз. Вот так. И 4 полоску. Так. Ага. Вот у нас и получилось 4 лычки. Так. Вот 4 полосочки. Я вам сейчас покажу. Вот они. Теперь все полосочки соединили. Не торопимся, спокойно работаем. В одну единую
Так. И делаем надрез под углом 45 градусов каждый уголочек. Вот так вот надрезаем, видите? Чтобы плести, можно поострее, лучше даже поострее, чтобы острый угол был, чтобы удобно было плести, видите? У нас получился острый угол. Все 4 сразу и подрезали, видите? С другой стороны тоже подрезаем. Независимо в каком направлении, лишь бы острый угол был. Делаем острый угол. Раз. И тоже получился. И у нас с двух сторон подрезанные острые углы у наших 4 полосочек лычек. Вот получились вот такие. Так, все успеваем? Давайте подождем немножко. Вот все 4. И каждый уголочек у нас подрезан. Получилось 4 лычки. Так, освобождаем территорию. Сейчас я вот здесь вот немножечко подождем. Доделывайте, чтобы все успевали. Сейчас вот тут у меня еще есть вариант. Так, все подрежем. Итак, 4 лычки получилось. Вот они. Давайте. Вот так, наверное, ярче будет. Теперь каждую лычку, берем каждую лычку и пополам сгибаем. Одну согнули пополам, рядышком с собой положили. Так. Теперь вторую согнули пополам, рядышком с собой положили. Так. Третью пополам. Вот так вот. Хорошо. И четвертую пополам точно так же. Согнули, положили. Итак, 4 лычки, согнутые пополам, у нас перед нами. Так? Так. Теперь нам нужно сделать вот такой, из этих лычек сплести вот такое солнышко чувашское. Мы сплетем, и обязательно солнце появится. Завтра точно будет. Ну что, давайте начнем творить. Итак, берем лычки. Видите, хвостики есть и петельки. Хвостиками вниз, а петельками наверх. Вот, в правую и в левую руку взяли. Петельки наверху, видите, вот они. Вот, а хвостики внизу. Итак, правой рукой держим петельку горизонтально, а левой рукой в горизонтальную петельку внутри есть дырочка, видите, вот здесь вот в эту дырочку просовываем лычку. Получилась буква Т, как будто налево упала. Видите перед собой? Как будто буква Т налево упала. Так, берем перекрестие. Вот здесь вот у нас перекрестие образовалось. Теперь смотрите, давайте проверим фигуру. Какая у нас получилась? Сверху у нас петелька есть? Есть. Справа 2 хвостика есть? Есть. Внизу 2 хвостика есть. Получилось? Получилось. Так, берем третью лычку. Точно так же хвостиками вниз, петелькой наверх. И, нет, не так берем. Берем по-другому. Вот надо же, тетя Лена немножко сама запуталась. Итак, берем перекрестие, вот там, где у нас сгиб, берем за сгиб, как ножнички, а сверху 2 хвостика, вот такие. Вот как бы вам показать на темном фоне. Вот так. Сгиб берем, он внизу, а сверху 2 хвостика. И вот этими 2 хвостиками, как ножничками, правые 2 лычки, как будто бы откусываем. Раз, наверх подняли, внутрь расположили эти правые 2 хвостика. Укусили их. И у нас третья лычка тоже образовала второе перекрестие рядышком. 2 перекрестия держим левой рукой теперь. Давайте проверим фигуру, какая получилась. Сверху у нас что? Петелька сначала, потом идут 2 лычки, правда? 2 хвостика. Сверху. Дальше справа 2 хвостика и внизу 2 хвостика. Так. Берем следующую, 4-ю лычку, таким же образом. Берем сгибом внизу и хвостиками наверху. Вот так вот. Теперь смотрите, на нашей фигуре мы 4-й лычкой будем работать справа налево. Справа налево. По верхним позициям. Если мы работаем справа налево, то сначала нам кто встретится? 2 хвостика, правда? А потом встретится петелька.
Так вот, мы берем 4-ю лычку и точно так же, как будто ножничками, кусаем вот эти первые 2 хвостика по ходу движения. Дальше объединяем лычки 4-й. И дальше ведь у нас по ходу идет петелька. Внутрь в петельку просовываем вот эти 2 хвостика 4-й лычки. Толкаем их туда. И у нас получается вот такая фигура. Все хвостики, если мы с вами будем подтягивать, у нас получится вот такой крестик. Правда? У всех получилось? Все хвостики подтягиваем вот так вот ручками. Получился крестик. Теперь давайте проверим фигуру. Смотрите. У нас сверху 2 хвостика, справа 2 хвостика, снизу 2 хвостика и слева 2 хвостика. Правда? Теперь начинаем работать только внутренними лычками. А внешние лычки мы не трогаем, только внутренними лычками. Итак, берем верхний хвостик, да, который на вас смотрит, задний оставляем, также на весу, сгибаем вниз, 1, согнули. Дальше по часовой стрелке идем, берем еще 1 хвостик, сгибаем слева направо, 2, снизу прям поверх вот этой согнутой сгибаем, снизу наверх прям поверх согнутой 3, а вот 4-й сгиб, который у нас идет слева направо, внутри вот здесь вот в квадрате есть карман, посмотрите, по ходу движения, и вот в этот кармашек мы просовываем лычку, затягиваем, и у нас получилась с вами вот такая фигура. То есть мы с вами получили основу для плетения солнышка нашего. Видите, у нашего солнышка 8 лучиков, и у нас с вами 8 хвостиков, это будущие лучики. Эти лучики можно сделать 2 способами. Самый легкий способ – это просто сейчас нам нужно подрезать соответственным образом, и получится у нас уже знак, символ солнца. А как подрезать? Вот я приготовила заготовку вам. Смотрите, мы делаем вот такие изгибы, вот как по нашему солнышку, под углом 45 градусов в одну сторону, в другую сторону. Сгиб сделали. Видите, вот такой. Опять отогнули в исходную позицию, и у нас получился сгиб. По этому сгибу начинаем подрезать. Ну, это самый простой способ. Если вы дальше пойдете по сложному пути, то лучше сейчас не режьте. А я вот сейчас подрежу, чтобы вы поняли, что этот способ самый простой, и на уровне детского сада или 1, 2, 3 класса он очень хорошо пройдет. Так вот, мы с вами подрезали первые 2 хвостика. Точно так же, сгибая, можно подрезать. Сейчас я это сделаю, а вы пока повремените, если вы хотите пойти по сложному пути. Подрезаем ножницами под углом 45 градусов с другой стороны, с 3-й и с 4-й. Со всех 4 сторон делаем вот такие надрезы. Правильно срезаем вот эти вот все хвостики, и все. И в принципе у нас с вами уже знак солнца получился. Правда, он будет не таким устойчивым и надежным, потому что лычки закреплены только 1 раз, а вот сложный вариант, там закрепление идет тройное, и она будет служить долго. Вот у меня вот в данном случае тройное закрепление. Ну вот в этом варианте у нас тоже вот получилось такое солнышко. Мы просто, соответственно, подрезали по нашему макету, эскизу, и вот получилось такое солнышко. В принципе, вот и мастер-класс и готов. Самый простой. А мы с вами пойдем по сложному, правда, пути? Тот, кто отважился на сложный путь и не подрезал уже эти хвостики, продолжаем работать. Итак, у нас с вами есть основа. Давайте мы ее возьмем правильно. Смотрите, у нас с каждой стороны по 2 хвостика, правда? Это будущие лучики. Но лучики солнышка надо сплести. Давайте мы их сплетем. Итак, внимательно слушаем. Вы можете даже меня не очень четко видеть, но если вы внимательно слушаете, то у вас все равно все получится. Мы этот мастер-класс проводили даже для слепых детей. И вы представляете, только слушая меня, у них все получалось. И у вас тоже получится. Так что мы не боимся сложного пути, мы все преодолеем, и у нас получится
хорошее, закрепленное в сгибах солнышко. Итак, поехали. Возьмем правильно фигуру. Давайте рассмотрим. Берем верхнюю левую лычку. Вот она, верхняя левая лычка. Давайте посмотрим. У основания верхней левой лычки есть карман. Ну, такая вот, как прорезь небольшая должна быть. Все нашли прорезь, карман? Да? Вот. Так вот, берем верхнюю левую лычку и делаем первый сгиб вниз, влево. Получился у нас треугольник. Вот посмотрите, вот он такой треугольник. Так, как бы вот на темном фоне на мне показать вот так вот. Видите, вниз, влево получился треугольник. И у нас вот тут вот с одной стороны получилось 3 параллельные линии. А вот в сгибе получился треугольничек вот здесь. У всех получился? Хорошо. Теперь работаем той же самой лычкой. Делаем, смотрите, следующее движение. Вниз, движение этой же лычкой делаем вниз. Получился параллельный треугольник, зеркальный, да, равносторонний треугольничек. 2 треугольника в составе большого равностороннего треугольника. Теперь эти 2 маленьких треугольника мы должны сложить пополам, друг с другом, так вот, друг к другу, внутрь сложили. Получился вот такой зубец. Видите, зубец, да? Хорошо. Есть следующее движение после этого зубца. Дальше продолжаем все той же самой лычкой работать. Мы с вами вот этот зубец опрокидываем назад, и лычка поднимается. Видите? Если зубец мы опрокидываем назад, лычка поднялась. Держим в задней позиции зубец, а вот эту поднятую лычку, которая сама поднялась, вон, помните, я вам говорила, в кармашек надо засунуть. У основания должен быть карман. Просовываем вот в этот кармашек, проталкиваем, вот так проталкиваем и вытягиваем вниз аккуратно, поскольку это бумага, аккуратно работаем. Так, чтобы не порвалось. И у нас получился закрепленный зубчик. Правда? Очень здорово. А вот этот хвостик, который прошел через вот такой своеобразный кармашек, мы загнули его назад, вот так вот, назад, и по сгибу ножничками, вот нашими ножничками подрезали, чтобы он нам больше не мешал. Все. Итак, у нас получился первый лучик солнца. Теперь поворачиваем фигуру, один лучик пропускаем, и наверху у нас опять получился верхняя левая лычка. Проверяем. Наверху есть кармашек у основания? Есть. Значит, мы работаем правильно. Итак, делаем те же самые движения. Еще раз повторяю. Делаем в направлении назад, влево. Так, получился треугольник. Дальше повторяем. То же самое делаем. Вперед, вниз. Параллельный треугольник зеркальный получился. Все той же лычкой работаем. Теперь эти 2 маленьких треугольника нужно на половинке соединить. Вот так вот, согнуть. Получился зубец. Согнули. Вот зубец. Если мы зубец опрокинем назад, вот так вот, да, загнем назад, лычка поднимается. И вот эту лычку просовываем в наше основание кармашек. Просовываем, проталкиваем. Поэтому у нас концы заостренные, друзья, чтобы легче было проталкивать в кармашек. Аккуратно, аккуратно вытягиваем вниз, поскольку это бумага. И у нас получился закрепленный зубец. Еще один лучик. Так, теперь вот этот же лучик мы... Не лучик, хвостик назад загнули и его подрезали у основания. Так, опять поворачиваем фигуру, повернули. И опять у нас наверху 2 лычки. Берем верхнюю левую и делаем то же самое. Назад, влево, через одну работаем. Видите? Назад, влево, вперед, вниз. Получилось 2 треугольника. Так. Опять эти 2 треугольника вместе соединяем напополам. Вот. Теперь назад опрокидываем зубчик наш. Лычка поднялась. И в наш кармашек проталкиваем хвостик этой лычки. Так, вытягиваем хвостик аккуратно.
Не торопимся, все-таки с бумагой надо работать аккуратно, иначе порвется. Хоть у нас и альбомный лист покрепче, вроде бы листок мы взяли, но все равно нужно аккуратно. Ну и последнее движение, вы знаете, вот эту лычку нужно опять назад загнуть и подрезать по сгибу. Аккуратно режем. Все. Получилось уже 3 лучика. Теперь опять поворачиваем. Одну лычку пропускаем, и опять получилось верхняя левая, правда? И делаем все то же самое. Назад, влево, вперед, вниз. 2 треугольника сформировали. Их напополам согнули. Получился зубец. Зубец опрокидываем назад. Лычка поднимается. И в кармашек просовываем. Вот если ножничками не очень хорошо вам работать, то можно и пинцетиком помочь. Вот, допустим, вот этот хвостик, который просунулся, ну вот пальчиками никак не получается. Можно раз так пинцетом подтянуть, и все. И дальше можно аккуратно подтягивать бумагу вниз. Ну вот и получилось у нас и 4-й. Теперь последний шаг. Мы обратно сгибаем лычку и подрезаем по сгибу. Все. Итак, с этой стороны у нас с вами получилось 4 зубчика. Это наши лучики. Но ведь у нас у солнышка же не 4, а 8. Теперь переворачиваем фигуру. 4 сплели с одной стороны, 4 сплетем с другой. Фигуру перевернули. Ну-ка посмотрим сейчас. У нас обратно получилась верхняя левая лычка, и у основания этой лычки есть кармашек. Все то же самое делаем, как мы с вами повторяли 4 раза уже, но тут теперь уже с другой стороны. Итак, давайте мы с вами поплетем уже самостоятельно. Вы все основные движения уже освоили, я надеюсь, я вам 4 раза уже показала их. И делаем то же самое. Назад, влево, вперед, вниз. 2 треугольника формируются, их вместе складываем. Проталкиваем лычку через кармашек у основания этого зубца и подрезаем. Следующий точно так же плетем, не торопимся, аккуратно бумагой. Ну, когда работаете лыком, друзья, конечно же, лык, оно более грубый материал, поэтому не все ручки готовы воспринять лыка. И ну, раз ручки обдираются, вот у меня всегда ручки ободраны, потому что я люблю плести. Вот, особенно из лыка, из лозы, это вот мое любимое дело. Вот. А сейчас мы с вами пока тренируемся из бумаги. И это, друзья, не оригами. Некоторые ребята говорят: ой, это, наверное, оригами. Нет, не оригами. Вы знаете, что в оригами есть базовые формы. А у нас здесь, в данном случае, базовых форм нет. Мы с вами плетем классическим вариантом. И поэтому это чистое плетение. Оригами – это японское искусство, вы знаете, а мы с вами плетем. И учимся пока на бумаге. Если на бумаге вы научитесь, то сможете работать и с природным материалом. Его надо чувствовать, природный материал. Так, все, и последний зубец, и получается у нас солнышко. Сейчас. Вот так. Итак, основные у нас движения, еще раз повторяю. Назад, влево треугольник образовался, вперед, вниз треугольник образовался. Эти 2 треугольника маленьких в составе большого складываем пополам, правильно, зубец образуется. Потом мы этот зубец опрокидываем назад, лычка поднимается, и вот эту лычку потом просовываем в кармашек. Так, вытягиваем аккуратно эту лычку. Затем мы ее обратно сгибаем на исходное положение. Образовался у нас сгиб, и по этому сгибу подрезаем лычку. Все. Вот у нас и получилось с вами древний чувашский знак солнца, означающий гармонию и согласие. Я вам и желаю, друзья, чтобы гармония и согласие царили в ваших семьях, в отношениях с детьми, в отношениях с родителями, в отношениях со стариками, потому что именно эта энергия гармонии и согласия
позволяет нам быть людьми. И пусть эти наши чувашские солнышки даруют вам радость и действительно, как они означали, гармонию во Вселенной, гармонию с собой и миром, чего вам искренне желаю. До новых встреч! Благодарю за мастер-класс.